Я продолжаю писать карту дня на 12 апреля. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это у нас знаки от Весов и до Рыбак. Если вы зашли на это видео, да, на вторую часть, а вам нужны первые 6 знаков, вам нужна тогда первая часть. Как вам легко ее найти? Я для вас оставила под этим видео внизу, если вы вниз прокрутите, ссылочку. Там так и написано ссылка на первую часть. Нажимаете, переходите, и там будут ваши первые 6 знаков. А мы смотрим дальше. Весы. 12 апреля. Весы, что у вас? Сразу же выпадает змея. Человек с длинным ядовитым языком встретится вам прямо с утра. Так, ребенок. Цыплята, да, то есть цыплята показывают детей, общение с детками. Надежда. Надежда, опять же, будет связана с ребенком. Получение информации, новости. Подарочек. Угу. Смотрите, тут был либо подарок, либо деловая встреча. Но я первую коробочку увидела, поэтому ставлю ее. Если вы увидели свиток, тогда у вас проиграется встреча. Хорошее настроение, солнышко. После подарочка хорошее настроение выпадает. Метлу нельзя. Здесь нельзя. Значит, смотрим. Получается в этот день общение со змеей с утра. Это может быть еще человек по году рождения змея, или может быть еще медработник. Да, то есть если мы отнимаем, да, вот это значение, как ядовитый человек. Дальше общение с детьми, новость, надежда, подарок и хорошее настроение вечером. Ну, вот такие события у вас будут в среду. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к скорпионам. Смотрим, скорпиончики. 12 апреля. События дня для скорпионов. Среда. Колокольчик первый. Пустые разговоры с кем-то с утра могут быть. Неприятность, смотрите, может быть. Расческа. Общение с каким-то влиятельным, важным человеком. Представитель закона власти. Мешок с деньгами, траты. Надежда.
Застолье. Ну и больше я по горизонтали, вертикали не вижу совпадений. Получается, в этот день пустые разговоры, неприятность, да, предупреждение, потом нужно быть внимательным и осторожным в этот день, чтобы ее избежать. Дальше общение с представителем закона власти, застолье, деньги. Ну, то есть тут в основном, конечно, как траты проигрывается, но может быть и как поступление. Ну, если вы смотрите часто, вы могли заметить, как у вас больше проигрывается. Потому что иногда вот, если вы смотрите частенько, то тогда у вас события могут по-своему как-то проигрываться. И надежда. Подсвечник выпал. Может быть, если, например, застолье и подсвечник брать, это может быть там романтический ужин какой-то, например, вечером. Да, то есть и траты на это как вариант. В общем, самое главное избежать неприятностей. Она может быть с утра, да, то есть вот в начале дня. Опять же, выпадают разговоры, заболтаетесь, да, то есть что-то сделаете неправильно. Так что будьте просто внимательны. Благодарю за внимание и перехожу дальше к стрельцам. Смотрим стрельцы. Двенадцатое апреля. События дня для стрельца. Покажите мне. Удача. Вы у нас везунчики, только у вас выпала удача, по-моему. Подарочек. Луна. Событие, которое повторяется каждый месяц. Чемодан нельзя было. Мешок с деньгами. Конвертик получения чего-то. Ключ. Все в ваших руках. Ключ от открытой двери. Возможности, да, то есть плюс еще и удача. Прям очень классный день. Метлу нельзя. И здесь нет. Значит, смотрите, прям у вас одно событие лучше другого. Удача, везение. Событие, которое повторяется каждый месяц. Возможно, получение какое-то, например, получаете зарплату, да. Получение, подарок. Событие, связанное с деньгами, и ключ. Да, то есть, опять же, здесь ключ. Скорее всего, что вот это событие связано с деньгами. По ключу легко, да, то есть легко достанутся деньги, не знаю, да, то есть открываются двери к деньгам у вас в этот день. Так что шикарный день, стрельцы. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к козерогам. Козерожки, 12 апреля. Среда, события дня.
Время у вас выпадает сразу же первым событием, и это всегда предупреждение, что с утра у вас могут быть проблемы со временем. Вы можете опаздывать, спешить, торопиться, не успевать, может переноситься какое-то время. Да, вот видите, еще показывает, что у вас может быть встреча, и у вас с этой встречей возникнут какие-то проблемы. Ножницы нельзя, неприятность нельзя. Слава Богу. Выбор. Два варианта. Вы будете стоять перед выбором. Разлука, чемодан. Может быть, разлука намекает на то, что все-таки эта встреча не состоится. Деньги. Угу. Рыба. Ну, рыба — это всегда хитрость, манипуляции какие-то, интриги, поэтому тут вам надо быть очень осторожными. Вот смотрите, да, еще рядом выпадает нерешенный вопрос, да, то есть какой-то вопрос не получается решить, и вы начинаете прибегать, да, вот каким-то, знаете, пытаться обойти закон, обойти какие-то моменты, чтобы все равно получить то, что хотите. Но здесь не надо так делать, потому что вы уже видите, вы в одном шаге от решения этого вопроса. Поэтому пусть вот оно идет так, как идет. То есть не надо насильно пытаться эту ситуацию продавить. Она уже скоро решится сама по себе. Лебедь нельзя, и здесь нет. Значит, смотрите, что у вас получается в этот день. Показывает, что у вас с утра будет проблема со временем. У вас может быть встреча. Вы стоите перед выбором. Разлука. Да, то есть показывает, что, возможно, встреча не состоится. Да, то есть разлука, не получится встретиться. Деньги. Часто мешочек проигрывается как траты, больше, чем поступления. Ну, возможно, у вас будут поступления. Посмотрим. И дальше еще показывают, что будет нерешенный вопрос, и будет желание, да, то есть в обход как-то решить этот вопрос. То есть все равно добиться своего и сделать. Ну, да, то есть карты предупреждают, что это потом вам же будет хуже от этого. То есть рыба — это предупреждение, что либо вас втянут, либо вы сами втянетесь, да, в какую-то такую, знаете, скользкую ситуацию, и только проиграете, скажем так. Больше проиграете, чем получите. Так что, козерожки, лучше в среду, конечно, не передавливать какую-то ситуацию. Благодарю за внимание и перехожу дальше к водолеям. Водолеи, 12 апреля. События дня. Покажите мне. Ключ. Замечательно. Ключ — это открытые двери, возможности. Гости. А, еще выбор. Вот есть весы. Победа.
достижения какого-то результата в этот день. Новости. Возможно, смотрите, новости, да, то есть придет какая-то информация и поставит вас перед выбором. И интересно, как выпадает. И гости, да, то есть 3 события подряд. Возможно, вас пригласят в гости, да, допустим, эта информация, вы будете решать, идти, не идти. Два сердца, любовь. Рыба, скользкое дело. Угу. Кстати, смотрите, рыба еще показывает, что вот эта информация, которая придет, она может быть обманом. Да, то есть это будет какая-то манипуляция. Поэтому, может быть, правильно, что вы стоите перед выбором, например, да, соглашаться, не соглашаться на это предложение. Тут лучше, конечно, не соглашаться. Угу. И здесь нет. Значит, смотрим, получается, у вас все события как-то, да, вот вместе выпали. Смотрим, ключ показывает открытые двери, возможности, да, ключ дает какую-то победу, результат в этот день. Еще есть домик. Также в этот день может быть событие какое-то, да, гости и события. Любовь, все хорошо в личной жизни, то есть дома, как мы видим, все прекрасно. Из минусов, что? Из минусов показывает, что может прийти какая-то информация вам, и она будет неправдивой. Да? То есть это какие-то мошенники, либо какие-то уловки, якобы заманчивые предложения, да, то есть по рыбе. Но это всегда вас пытаются, да, вот, поймать на удочку, да, то есть или там в сети свои. Поэтому будьте осторожны. И выбор. Вы стоите еще перед выбором. То есть это вот 2 таких непростых, да, события. Это выбор. Он обычно очень сложный, и рыба. То есть это 2 предупреждения. Но при этом есть, видите, много других хороших событий. Победа, ключ, любовь, гости. Ну, плюс это всегда хорошо, но наша задача с вами избежать минусов. Да, поэтому как бы я всегда больше на него делаю акцент, чтобы его не произошло у вас. Благодарю за внимание и перехожу к рыбкам. Смотрим, рыбки, 12 апреля. Апреля, события дня для рыбок. Замочек. Первое, что я увидела. Замочек — это откроется какая-то тайна, секрет, событие, праздник. Может быть, в среду у вас. Может быть, успех, лавровый венок, прибыль, общение с друзьями, сердечко, слезы нельзя. Здесь нет. Так, смотрим здесь. Свидание еще есть. Роза. Может быть, просто приятная встреча. Да, если мы берем друзей и свидание. Нерешенный вопрос нельзя. И здесь нет.
Значит, у вас, получается, в этот день вы узнаете какой-то секрет, тайну, будет событие, мероприятие, успех, прибыль, приятная встреча и общение с друзьями. Так что у вас будет замечательный день. Да, хоть берешь общение с друзьями, хоть финансовую сферу, хоть какую-то социальную, да, то есть успехи, поэтому хоть и личное тоже, да, показывает, тоже будет все хорошо. В общем, у вас по всем фронтам будет плюс, рыбки, в среду. Благодарю за внимание и, конечно, жду вас на своих новых видео.